Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Теперь и в Абхазии, в республике, можно получить сертификат с QR-кодом о вакцинации. Чтобы бороться с уклонистами, нужно менять законы. Начался призыв вооруженной силы республики. На основе постановки первого абхазского режиссера Нели Жбалиби в Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба готовят экспозицию костюмов и фотографий. Об эпидемиологической ситуации. Согласно сообщению оперативного штаба за 25 октября, тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 683 человек. Диагноз COVID-19 подтвержден у 202 из них. В Гудаутской ЦРБ за 2 дня скончались 4 человека, 3 женщины 80, 73, 74 лет, а также мужчина 71 года. В российском военном госпитале скончался мужчина 41 года рождения. Общее число выявленных заболевших составляет 30 924 человека. Зарегистрировано 447 летальных случаев. Выздоровели 26 313 человек. В Абхазии начнут выдавать сертификат с QR-кодом о вакцинации после получения финальной дозы вакцины «Спутник Ви». Сертификат выдают на год. Получить его можно в отделении СС в Сухуми. QR-код – это особый тип штрих-кода. Он позволяет быстро распознать информацию при помощи сканера. В данном случае речь не идет о распознавании через камеру телефона. С помощью сертификата и кода можно получить право на посещение кафе, ресторанов и других организаций, а также массовых мероприятий, где действуют жесткие ограничения в связи с эпидемией COVID-19. Достигнут определенный рубеж с помощью наших помощников в мобайле. Имеется возможность каждому гражданину, который сделал вакцинацию на территории Республики Абхазия, это касается вакцины «Спутник Ви», получить и бумажный носитель, и в том числе генерированный цифровой QR-код. Бумажный носитель будет выглядеть именно вот таким образом. QR-код вы видите вот как раз на внешней стороне этого сертификата о вакцинации. QR-код генерируется самостоятельно в электронной базе Министерства здравоохранения по вакцинации. То есть каждый гражданин теперь, который будет приходить на пункт вакцинации в любое учреждение медицинское в Республике Абхазия, будет получать СМС-ку в виде логина и пароля для входа в свой личный кабинет на телефон. После того, как вакцинация закончена, «Спутник Ви» делается двухкратно первым компонентом, и через 21 день получается второй компонент. И когда вакцинация полностью закончена, в течение, я так думаю, что 1-3 дней он будет получать вот этот цифровой QR-код к себе на телефон. Всем тем, кто сделал эту вакцинацию ранее, мы предлагаем прийти к нам в организацию, принести 2 документа. Это паспорт гражданина Республики Абхазия и любой заграничный паспорт, который позволит с этим документом выезжать за пределы Республики Абхазия. Также Скорик сообщила, что на днях в республику прибудет вакцина против гриппа, которую она также рекомендует сделать всем гражданам. Препарат Гриппол Плюс активно используется для профилактики гриппа. Делать ее можно в том числе детям, достигшим 6-месячного возраста.
Абхазские медики приняли участие в российском диагностическом саммите, участниками которого стали представители лабораторной медицины, лучевой, функциональной и ультразвуковой диагностики, который состоялся в Москве в Крокус-Экспо. За дни саммита в 16 параллельных залах прошло более 120 секций, более 9 тысяч участников, представители большинства субъектов Российской Федерации, зарубежные участники из 25 стран, в том числе и из Абхазии. Чтобы бороться с уклонистами, нужно менять законы. В Абхазии начался призыв вооруженной силы республики. До начала процедуры медицинского освидетельствования руководство комиссариата страны и призывники возложили цветы у мемориала павшим защитникам Родины в парке воинской славы в Сухуми. Затем отправились в республиканский военкомат. Слово Анастасии Никоновой. Осенний призыв 2021 года по традиции начался с возложения цветов к мемориалу павшим защитникам Отечества в столичном парке боевой славы. Память бойцов почтили руководство военного комиссариата республики и призывники. Согласно указу президента республики, призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, осуществляется 2 раза в год. В этом году с 1 апреля по 30 июня и с 1 октября по 31 декабря. Кабинету министров страны, администрациям городов и районов было поручено обеспечить выполнение в полном объеме мероприятий, связанных с призывом на военную службу. Я хочу поздравить всех родителей, всех призывников, которые ждали, мечтали попасть в ряды вооруженных сил республики. Сегодня такой шанс у нас появился. И мы будем призывать до тех пор, пока мы не достигнем набора до того уровня, который требуется нашим вооруженным силам. Я бы хотел обратиться к родителям на сегодняшний день, что никаких проблем у наших призывников не будет, не было и не предусмотрено, что было, потому что сегодня мы ни море не охраняем, ни горы, ни границу. Но кругом у нас стоят, кто охраняет. Все прекрасно знаете, это вооруженные силы Российской Федерации. Мы просто учимся ездить на технике, стрелять и, как говорится, привыкать к армейской жизни. При этом многие молодые люди не горят желанием отдать долг Родине, отмечает военком страны. Ежегодно число призывников меньше, чем необходимо вооруженным силам Абхазии. По мнению Беслана Тарба, для борьбы с уклонистами необходимо внести коррективы в законы страны. Должны были больше отдавать, мы меньше отдаем, чем сегодня требует Министерство обороны. Потому что у нас много вузов открылось. Ну так должно быть, люди должны развиваться. И Россия открыта для нас. И многие уезжают учиться и потом забывают возвращаться. Или, как говорится, дальше продолжают учебу. Хотелось бы так изменить, естественно, законы. Но, наверное, это наши проблемы внутренние. Мы это будем делать для того, чтобы было как-то более организованно и складно, чтобы это все получалось. Одна из основных процедур перед армейской жизнью – медицинское обследование. Как рассказал военком страны, сначала призывники проходили медицинское обследование в районных призывных комиссиях. Сегодня же пройдут проверку, которая выявит состояние здоровья уже в ходе республиканской призывной комиссии. На все жалобы мы будем реагировать. У нас, слава богу, есть на это возможности. Бесплатно они пойдут проверятся, сдадут анализы, придут через неделю, опять пройдут через комиссию. Если что-то сложное, мы даем по болезни отсрочку. Если все нормально, он идет служить. И с медицинской стороны никаких проблем не будет, как говорится. На все жалобы мы среагируем. Далеко не все пытаются уклониться от службы. Например, Ливан Черкезия считает честью быть частью вооруженных сил страны. Молодой человек 8 лет занимается карате, здоров и готов 1,5 года служить в армии. По моему мнению, каждый должен служить. Это обязанность любого человека. Как говорится, многие через это проходят. Я думаю, проблем нету. Некоторые не хотят, но по мне наоборот. Как думаешь, почему? Боятся, скорее всего. Ну, там, как говорится, нужна физическая подготовка, как-никак. КМБ и так далее. Мне это уже знакомо, так что без проблем могу пройти. После медицинского обследования в республиканском комиссариате станет ясно, кто из молодых людей пополнит ряды армии страны, а кто по состоянию здоровья долг Родине отдать не сможет.
Анастасия Никонова, Саидайба, Абаза ТВ. Сотрудники посольства России в Абхазии завершили кампанию по оказанию адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним участникам боевых действий, постоянно проживающим в Абхазии. Комплекс мероприятий по поддержке ветеранов проводился в рамках решения правительства Российской Федерации по смягчению негативных последствий коронавирусной инфекции. В ходе кампании были переданы материальная помощь с продовольственными наборами, а также закуплены лекарства, медицинская техника и бытовые приборы. В ряде случаев осуществлен косметический ремонт домов и помещений. Акция стартовала 15 октября и охватила Гагарский, Гудаутский, Сухумский и Гулрыбский районы. Всего помощь получили 57 человек, сообщает посольство Российской Федерации в Абхазии. Продолжается судебное следствие по делу о тройном убийстве на набережной Махаджиров в ноябре 2019 года. В ходе очередного заседания суд заслушал показания 10 свидетелей обвинения. На этот раз все они в той или иной степени очевидцы событий. Часть свидетелей – это сотрудники комплекса, частью которого и был ресторан «Сан-Ремо», в котором случилось преступление. Другая – случайные прохожие, посетители и сотрудники кафе «Брехаловка». Также суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об оглашении протокола осмотра телефона свидетеля Зухраба Шенкау. Обо всем подробнее в наших ближайших выпусках новостей. Внешняя политика. Спецпредставитель ЕС предложил программу включения Абхазии в международные образовательные и культурные проекты. 26 октября в МИД Абхазии прошла встреча министра иностранных дел Даура Ковы со специальным представителем ЕС Готфридом Ханне, сообщает пресс-служба МИД. В рамках встречи специальный представитель Европейского Союза представил главе МИД Абхазии региональную программу «ЭОФО Диалог». Основной целью программы, состоящей из 3 компонентов, является включение Абхазии в международно-образовательные и культурные проекты. Даур Кова поблагодарил за озвученные предложения и подчеркнул необходимость детального обсуждения всех аспектов, способствующих реализации данного проекта на территории Абхазии, сообщает МИД. В Гулрыбском районе состоялась передача сельхозматериалов участникам проектов, финансируемых в рамках целевой программы развития сельского хозяйства в Республике Абхазия на 2021 год. Это оборудование для проектов по переработке сельхозпродукции и птицеводству. Сегодня прибыла партия сельхозматериалов по проектам на сумму около 3 миллионов рублей. Программа финансируется за счет средств республиканского бюджета. Правительством утверждены лимиты по 5 направлениям: животноводство, растениеводство, переработка сельского хозяйства, птицеводство и рыбоводство. Основная часть заявителей – это наши граждане, у которых имеется личное и подсобное хозяйство. Культура. Юбилейный фестиваль «Хибла Герзмава приглашает» пройдет в 20-й раз в Москве в Сухуми в 2022 году и соберет на одной сцене ведущих оперных исполнителей. Об этом сообщила на встрече с министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой народная артистка России и Абхазии, солистка Московского академического музыкального театра имени Станиславского Немировича Даченко Хибла Герзмава. 20-летие фестиваля – это красивый рубеж, который дает нам возможность идти дальше. Мы ожидаем высоких гостей. Обязательно приедут друзья, великие музыканты. Будет большой гала-концерт с оркестром, сказала оперная певица, отметив, что по традиции фестиваль пройдет в Абхазии и на ее второй родине в России, в Москве. Генеральный директор Государственного русского театра драмы имени Искандера в Сухуми Ираклий Хиндба добавил, что даже в условиях ограничений, введенных в Абхазии в связи с пандемией, в этом году фестиваль удалось провести в том числе на площадке Русского театра драмы. Он подчеркнул, что русский театр в Сухуми укрепляет культуру Абхазии и помогает выстраивать российско-абхазские культурные связи. Мы очень гордимся гастрольными успехами Сухумского театра в России, и мы продолжим развивать международные проекты с участием наших учреждений культуры, сказала министр культуры России. В Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба готовят экспозицию костюмов и фотографий постановки первого абхазского режиссера Нейлешба Алибей. Костюмы уникальны по своему исполнению: ручная вышивка, натуральные камни, ткани, детали и аксессуары. В
В планах организаторов оцифровка и запуск обновленного сайта театра, а также реставрация костюмов спектаклей разных лет. Главной целью проекта является открытие музея драмтеатра. Это первый шаг к большим и важным планам по сохранению культуры столетнего театра, отмечает куратор выставки Лана Басари, организатор проекта Шарида Тужба. Проект реализуется при поддержке благотворительного фонда Амшра. Подробности в материале Астанды Оторба в рубрике «Амшахтыс». Атеатр аԥсҭазаара ҳәаадоуп, ишьақәгылоуп асцена анҭыҵ аус зуа акрызҵазкуа хырхарҭақәеи урҭ амаҵ рзызуа ауааи рыла. Ари ауада хәыҷ аҩнуҵҟа иазыҟарҵоит хҩык атеатр аусзуҩцәа рхатәы ԥшьгарала иаԥҵаз апроект. Аԥсуа театр амузеи аартразы актәи ашьаҿақәа иреиуоу аекспозициа. Ацәыргақәҵаҟны иӡыргахоит ижәижәаба рҟынӡа раԥхьатәи аԥсуа режиссиор Нели Ешԥҳа лықәыргыламҭа Алыбеи аҟынтә ашәҵатәқәа. Апроект нападыркит агәы ҳалалратә фонд Амшра бзоурала. Амузеи атеатр жәашықәса хыҵуазаргьы иамоуп. Ҳара ҳатеатр шәышықәса хыҵуеит. Амузеи амамзаара даара ҳгәы ҳнархьуан сҩызцәеи сареи атеатраҿ аус ахьеицаҳуа есымша убри гәхьаас иҳаман. Иҳаӡбеит абас апроект аҩра афонд Амшрахь амузеи аҟаҵара азыҳәа. Аха зныкымкәа, ҩынтәымкәа еиҭаҳҩит. Ҳахәыц-хәыцын еилаҳкааит абри афонд иҳанаҭо аԥара даара ишмаҷу иҟаҵатәуп амузеи ишықәнаго. Нас иҳаӡбеит, еиҭаҳҩит апроект. Иахьа иҟаҳҵо апроект иалкааны ула иабартә еиԥш аԥсуа театраҿы имҩахыҵуаз зегьы ирбартә азыҳәа ҳара иҟаҳҵеит абас еиԥш иҟоу аекспозициа костюмқәа рыла, насгьы афотосахьақәа. Ҩынызқьи жәиԥшь шықәса инаркны дара абра апатреҭқәа кнаҳаӡамызт. Урҭ апатреҭқәа ацифровка ҟарҵеит. Аԥсны зҽаԥсазтәыз артистцәа храбиԥарак рфотосахьақәа шьақәыргыланы имоуп. Убырҭгьы икьыԥхьны икнаҳҳауеит аҭыԥ ахь. Акарантин иахҟьаны аамҭа рацәаны иаҳцәагеит. Апроект ҟаҳҵоижьҭеи шықәсык ҵуеит. Ҳақәгәыӷуеит даара Аԥсны акультура министрра ҳаԥхьаҟа алшара ҳарҭарц, ацхыраара иҳавагыланы абри аҩыза хҭыс ду аҵыхәанӡа инаҳгарц. Избанзар иахьа иҟаҳамҵар ара аамҭа ибжьнахуа даара ирацәоуп. Ҳара ҳгәы зладухаша, ҳзықәгәырӷьаша иахьа аҭоурых ҳамоуп. Убри аҭоурых ишықәнаго ҳазнеир сҭахуп даараӡа. Ацхыраара ҳаур еиуеиԥшым ҿыц иқәдыргыло аспектакльқәа, амакетқәа роума, афишақәа роума, абас уажәы адунеиаҿы шыҟарҵо еиԥш зегьы амузеи аҿы иааныжьны ахәаԥшцәа идырбоит. Аха уанӡа ҳнеиаанӡа иҳамаз аҭоурых аҿы иану зегьы шьақәҳаргылароуп. Убри апроект аҿы иаԥаҳҵеит аԥсуа театр асайт аҟаҵара. Хәыҷык аанхеит апрезентациа ҟаҳҵарц азы. Алыбеи ари Мысра ажәаатәи шәышықәса аҩбатәи азбжаз иҟаз аҭагылазаашьа зныԥшуа ҭоурыхтә драмоуп. Ихьӡ арбоуп аԥсуа хылҵшьҭра змаз амамлиуқцәа раҳ Алыбеи. Уи ихаан Мысра Ҭырқәтәылаҟынтә ахьыԥшымра иуеит. Зыхьӡ наҩхьо аԥсуа изку адраматәқәа ргыламҭа амҽхак ҭбаахеит. Ашәҵатәқәа рыӡ ахышьа ирыцу ахылԥақәеи ашьаҵеи акыр рыҩаӡара ҳаракуп. Излыху аба иналукааша ахаҭабзиа рамоуп. Уи адагьы иҷыдоу ахәҭамаҷқәа рықәӡахуп. Ашәҵатәқәа рескизқәа азлырхиеит амодельер Тамара Ешԥҳа. Иахьагьы лара ус ахьылуа Москва студиа МХАТ-аҟынтә аҭыԥҳацәа дрымадоуп. Ацәыргақәҵа аиҿкаараҿы адгылара рылҭоит, имҩақәылҵоит. Ашәҵатәы арԥшӡараҟны ахархәара змоу ахаҳәқәа ракәзар иԥсабаратәқәоуп. Изларҳәо ала имаҷым ҷыдала иуеиԥшым аџьармыкьақәа рҟны ақәыргыламҭазы иԥшааз амаҭәахәқәа. Лара лспектакльқәа зегьы абас ҷыдала дрызнеиуан ирацәаны. Амш мацара акәӡам иахҭнылҵоз, аха ари убартә улшоит, ари зегьы иҟаҵо даара ирацәаны аԥарагьы шахҭнылҵо, насгьы иадылҳәалоз аус зуаз ауаа апрофессионалцәа шракәыз. Дара акостиумқәагьы ӡахын, убра мастерская МХАТ ҳәа изыхьӡу. Аԥсуа театр асайт аҟны иаԥҵахоит амузеи ҳәа ахәҭаҷыда. Уаҟа иарбахоит иуеиԥшым аспектакльқәа рҟынтә ашәҵатәқәа рфотосахьақәа, инарҭбааны рыхҳәаа аҵаҩны. Ари аус азы дадыԥхьалан афотоҭыхҩы Лилу Хачатриан.
дагьызнеит ҭакԥхықәрала. Аԥҟарақәа инарықәыршәаны астудиатә ҭыхрақәа уахынла имҩаԥыргоит. Асааҭ фба инаркны аҵх агәҭанынӡа ианадхало ҟалоит. Вот перед вами как раз костюмы, которые одеты, уже готовы к съемке. Мы сейчас проводим фотосъемку всех костюмов. И это делается не только для выставки, но и для сайта, над которым мы работаем. Мы работаем над созданием сайта Абхазского театра, и там можно будет посмотреть в деталях не только эти костюмы, но мы также планируем фотосъемку других костюмов с других спектаклей театра. Как только будут готовы манекены, как только будут готовы подиумы, и когда нас откроют, мы будем рады поприветствовать всех на выставке этих прекрасных костюмов. Данные костюмы уникальны тем, что они все сшиты из натуральных тканей. Такие костюмы вряд ли можно найти сегодня в абхазских театрах. И, к счастью, большая часть их сохранилась, и мы сможем представить эти костюмы вам на выставке. Мы работаем над электронной версией музея. Мне кажется, это очень важно, потому что люди должны знать свою историю Абхазского театра, и у нас есть очень много сохранившихся материалов, которые нужно оцифровать. К сожалению, во время грузино-абхазской войны очень много архивного материала было уничтожено, но то, что есть, было сохранено бережно. Наша задача сегодня показать это в электронной версии, тем самым сохранив все эти документы, потому что со временем они все портятся, и условия хранения не самые подобающие, и все это невозможно было бы сделать без заведующей нашего музея Заиры Кокоскир, без которой я не представляю, как работа велась. Аԥсны еицырдыруа артистцәа рфотосахьақәа реиҭашьақәыргылара нападыркит ари апроект аҳәақәа ирҭагӡаны. Урҭ атеатр афойе дырԥшӡоит, насгьы асайт аҟны иӡыргахоит. Ари аус аҟны ацхыраара ҟаиҵеит афотоҭыхҩы Дауҭ Лагуа. Абарҭ апатреҭқәа аԥсуа театр актиорцәа, иара актиорцәа мацара ракәӡам, абас еиԥш иҟалеит ҳҭагылазаашьа аибашьра анҵәеижьҭеи ишрықәнаго ҳактиорцәа, ҳҟазацәа пату ҳазрықәҵаӡом. Абас еиԥш иҟоу асахьа, афотосахьақәа иахьа иҳамоуп, ҳхы иҳзырхәаӡом. Убри азы ишьақәҳаргылеит аус, афотограф иақәҭыхны ҿыц, рыхьӡқәа рыжәлақәа анҵаны иҟаиҵоит. Иаргьы даара бзиа ибаны дазнеит убри аус, убригьы инацҵшьны исҳәар сҭахуп, избанзар апроект даара аҽеиҵнахит, ирласны иаҳзыҟамҵаӡеит, аамҭа рацәаны иаҳцәагеит. Ара абри иҟауҵо аус бзиа иумбозар, угәы ԥнаҵәот. Ҳара даара иҳҭахуп аҵыхәанӡа инаҳгар, ауаа идҳарбарц, ари ҳара ҳмалоуп. Аԥсуа театр аҟны имҩаԥгахо аекспозициа ҩаԥхьагьы аҭаҩцәа рылаԥш иҵашәо, ирҳаракны аподиум иқәыргыланы азал аҟны иаанрыжьуеит. Араҟа дара иахьырҭыԥу аԥсуа театр аҭоурых абеиара ажәлар иазнаргалоит. Асҭанда Уҭарԥҳа, Ҭорник Амҷба, Амш ахҭыс. Открытие музея Банка Абхазии не осталось незамеченным мировым нумизматическим сообществом. Крупнейший британский нумизматический журнал Coin News Magazine опубликовал статью, посвященную данному событию. В статье подробно рассказывается о задачах музея по сбору, хранению и изучению денежных знаков, которые обращались на территорию Абхазии в течение 2500 лет. Статья иллюстрирована фотографиями с изображением музея. Более того, редакция журнала опубликовала заметку под названием «День в музее», в которой не только рассказывается про деятельность музея, но и проводится историческая справка об истории Абхазии и подчеркивается, что страна провозгласила свою независимость от Грузии в 1999 году. Редактор уделяет внимание древней истории Абхазии, ее связях с Византией и Отtomанской империей и тому, какое отражение это нашло в монетной системе Абхазии. Редакция журнала настоятельно рекомендует своим читателям посетить Абхазию.
Спорт. Команда АГУ одержала победу в первом матче 4-го тура НСФЛ со счетом 2-3. 25 октября команда АГУ по футболу провела первую игру в рамках 4-го межрегионального тура всероссийских соревнований среди студентов Национальной студенческой футбольной лиги «Лига. Высший дивизион», который сейчас проходит в Евпатории Республики Крым, сообщает пресс-служба Госкомитета по делам молодежи и спорту. Соперником абхазской команды была команда «Ринг» из Ростова-на-Дону. В завершении выпуска прогноз погоды. В среду, 27 октября, в Абхазии переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 8, днем до плюс 17. Температура морской воды 20 градусов. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.